ты, комментарий нут бышыкты, зэмунодр, юндухай хоралдахабди. В общем, будем говорить о, в целом, такой апатии и будем об этом размышлять вместе с вами. Я сегодня посмотрел 2 интересных видео и хочу с вами поделиться впечатлениями об этих видео. Первое это видео про звезды нулевых давали интервью. И, конечно, если честно, я как помню, да, конечно, я совсем по-другому их как-то воспринимал и так далее. Говорит, привет, Самбайна. И они открылись для меня как бы с другой стороны, получается. Они постарше, наверное, меня. Вот эти вот женщины все. Там все женщины были. Света была. Потом это солистка «Руки вверх». Еще какие-то, которых я так слабо знаю. Так вроде были на слуху песни, но никогда не следил за этими группами. Оказывается, они все еще до сих пор на плаву. Дают концерты, поют. Вроде как у них все хорошо. Действительно, по комментариям даже понятно, что самое адекватное там это Света. Просто человек, понимаете, профессионал. С самого детства закончила музыкальную школу. Получается, скорее всего, пианистка, вокалистка. Там как бы все хорошо с точки зрения профессионализма. По идее, такие музыканты, конечно, и должны быть. Конечно, они, когда дают оценку новым исполнителям, молодым, они ничего не говорят. Особенно по Свете, в принципе, понятно ее оценка. А так получается. В целом интересно. Я, конечно, не про них хотел поговорить. Я хотел на основе их интервью, того, о чем они боялись говорить, хотел бы сделать глобальный вывод. И потом еще интервью Буковского я смотрел. Как раз-таки он про распад государства, да, давал интервью. Вообще, на самом деле, Буковского, конечно, надо читать, смотреть, слушать. Мысли очень такие... знаете, он все это говорил уже давно. И все, к сожалению, сбывается. Но, понимаете, если ты видишь систему ее закономерности, это не то, чтобы ты, как сказать, какой-то пророк там или еще кто-то. Ты просто констатируешь факты. Вот то, что делал Буковский. И, конечно, иногда я делаю вот такой упор, да, то, что в целом там... глобально, мне кажется, я все-таки прав, когда я говорю, что и я сейчас вам объясню, в чем неправота, так скажем, русского народа, да, по отношению ко всем нам. Глобально я же всегда об одном и говорю. В общем, что я увидел в этом интервью звезд нулевых, женщин. Все они очень боятся, они все время... по-моему, Света это не говорила, но некоторые, знаете, все равно, даже там, они же смотрят, все равно, у них странички есть в Инстаграме, они слушают Моргенштерна. И, знаете, это видео, оно просто, знаете, как документ эпохи. То есть его надо смотреть не с точки зрения, как то, что они говорили, как бы о них. Конечно, кому-то и это тоже будет интересно. А с той точки зрения, когда будут другие поколения смотреть, надеюсь, там это... Хотя именно про Парашки, да, я бы не давал каких-то хороших прогнозов. Но, тем не менее, по крайней мере, какие-то умные же люди у них будут.
смотреть, делать выводы. Ладно, дальше сяду. В общем, они все скажут, вот, ну, то есть не все, а некоторые из них, да, говорят, вот Инстаграм, и сразу же такие, ой, а можно об этом говорить? Потом, вот Моргенштерн, и тоже сразу осекаются, да, как бы. То есть, понимаете, ну, кто вообще они, по сути, да, вот эти люди, они же не только певцы. По большому счету, это же ломы, лидеры общественных мнений. Люди, у которых... Я понимаю, что актеры, певцы, это далеко не какие-то мыслители, философы. Это такие люди маленько... ну, как вообще считается, да? Вот есть как бы есть пластилин, да? Вот из этого пластилина типа лепят. Но тем не менее, если мы сравним на Западе вот этих актеров и так далее, да, у них все равно есть какая-то своя точка зрения. Они ее могут высказывать там против Трампа, против еще кого-то. Ну, то есть там и простые-то люди, не говоря о звездах, высказывают свою точку зрения. Здесь же, понимаете, даже вот такие люди, богатые, знаменитые, вряд ли у них к ним будут какие-то вопросы со стороны органов, да. И то, понимаете, вот эти люди настолько запуганы. И по большому счету, знаете, с чем, ну, что можно по вот этому видео сказать в целом-то про Рашку, да? Что это, понимаете, такая система страха, самозапретов, самоцензуры, ну, которую в другом государстве, наверное, даже и невозможно как-то создать. Но в Рашке она, понимаете, с вот этих вот звезд, певиц и до самого низа идет. Понимаете, это реально настолько люди запуганные, зашуганные. И это же происходит далеко не с советского этапа, да. Это же было и ранее, это было и до революции, а до революции дальше еще, если идти, там крепостное право было, там-то вообще. То есть, понимаете, вот я все равно сторонник той теории, что именно от того, что русский народ жил в этом крепостном праве, у них никогда так и не смогли, они так никогда и не смогли вот эту вот проработать, вот эти вещи, да, ну, как сейчас модно, да, эти, как сказать, психологи и так далее. Ну, по большому счету, это все равно надо, да, в фильмах, в книгах, это все равно надо делать, постановки театральные. Но, понимаете, это не было. Даже вот это видео показательное, да, с этими звездами, женщинами. Ну, конечно, мы в детстве их слушали все, да, и Свету там, и Вирус, и все такое. Ну, Сашу Проджект я как-то особо даже не слышал про нее. Ну, ладно, вот Вирус и Света, допустим. Но, понимаете, и эти люди тоже сидят и боятся лишнее что-то сказать. Ну, понимаете, можешь ли ты, будучи, так сказать, звездой, будучи человеком, за которым следят миллионы, и сидеть и показывать этот страх? Ладно, показывать, но самому по-настоящему бояться. Почему они хотя бы это не анализируют? Понимаете, вот смотрите, в чем проблема-то. Они же могли бы хотя бы задавать какие-то вопросы, да? Ну почему вот я, обладая там такими миллионами, ну я вот с точки зрения, допустим, Светы там или вот этой исполнительницы Вируса, да, я не знаю, как ее зовут, Оксана или как там, ну неважно. С точки зрения вот этих вот женщин, да, почему они считают нормальным, что
даже для них должны быть какие-то запреты. Когда они собирают стадионы, там, концерты, те же самые силовики их тоже ходят, слушают. Но и для них вот это, понимаете, разве, ну, приятно вообще, что ты, как сказать, живешь в этой стране, представляешь ее, да, представляешь русский народ, и даже ты все равно боишься, и даже ты ничего не можешь сказать. И даже вот, понимаете, это же тоже какое-то предательство коллег по цеху. Вот Моргенштерна объявили инагентом, отправили, да, и они теперь боятся даже его имя говорить. Представьте, вот ты вместе с кем-то работал, да, вместе ездил какие-то турне и так далее, а теперь ты даже его имя не можешь сказать. И, ну, понимаете, это какая катастрофа, да, по большому счету. И даже они не могут произнести слово «Инстаграм», они боятся. Но это настолько, знаете... Я, конечно, ну, мне просто интересно было послушать. Я все равно, конечно, я раньше слушал Свету там и все такое. Ну, мы все слушали, никуда от этого не денешься. И я просто наткнулся как-то случайно, посмотрел. И знаете, просто сегодня я хотел такое, меньше критики, наверное, больше такого анализа, что ли, попытки понять. Хотя, конечно, понимаете, когда с другой стороны смотришь, вот что 2 числа, с ночи со 2 на 3, по-моему, да, или когда, ой, еще же 3 не было, с 1 на 2 обстреляли Киев, и когда вот эти вот люди, и понимаете, это такой контраст в голове, да, я просто смотрю это видео, ну там в Киеве ребенка маленького убило, да, русской ракетой, какую-то женщину, там, ну, много трупов. И в этот же момент я смотрю на вот этих вот русских звезд, которые боятся произнести слово Моргенштерн. И, ну, я, знаете, конечно, я часто, как бы сказать, критикую и так далее, даже ругаю. Но, честно говоря, слов как-то не находится, понимаете? И причем все же эти люди живут в какой-то вымышленной картине мира, в которой они борются с фашизмом. Они спасли якобы человечество. Но это вообще настолько все это не вяжется. Настолько это вот просто не может быть этого. Понимаете? То, что происходит. Поэтому поэтому этого не может быть, в общем. Ладно, буду дальше идти. Ну, просто сами вот эту вот попробуйте картинку в голове сложить. Удар по Киеву. Причем, ну, они же, все эти русские актрисы, певицы, все же были, конечно, в Киеве, были в Украине, были в других городах, да, в Одессе там или еще в чем, или в каких-то других городах. И сейчас, ну, неужели до них вообще информация? Они же все равно в Инстаграме сидят, не видят. Почему даже они ничего не говорят? Почему они, знаете, они там рассказывают, ну, некоторые из них. Просто понимаете, я так как слушал этих певиц, я для себя хочу какое-то уважение для них сохранить, понимаете? И для меня это все равно тяжело, понимаете? Тяжело сохранить к ним остатки какого-то уважения, понимаете? Когда они говорят такие красивые слова про то, что там, как им было трудно в жизни и так далее. Ну, там действительно у них... Ну, опять же, мы знаем с их точки зрения, да, там же надо 2 точки слушать. Но здесь есть же факт, понимаете? Факт того, что сейчас происходит такая кровопролитная война. Причем они же понимают, что это именно они напали, русские напали. Во всей этой истории они еще заставляют наши народы, бурятов и так далее, да, воевать за них, именно за русских, за русский мир.
И убивают они, получается, они же сами их братьев зовут, да, братьями, своих братьев. И при этом сидеть на этом интервью и заявлять, что они, как это называется, ну, строить из себя что-то. Ну, как-то я не знаю. Просто я вот целый день это пытался как-то внутри себя переварить, подумать про них. Как-то, понимаете, тоже слушал в юности, да, так скажем, в детстве, можно даже сказать. И сейчас смотреть, как они просто боятся даже сказать слово «Инстаграм», это, понимаете, ну, на самом деле, очень сильное, я считаю, моральное падение вообще. И понимаете, я вот не понимаю, как это все работает в одном человеке. С одной стороны, даже не то, что в человеке, а в народе в целом. Понимаете, вот немцы, да, фашисты, хотя и русские тоже фашисты, по сути. Они же, ну, действительно, у них не было там информации, у них не было Инстаграма, у них не было Ютуба, у них не было этих мессенджеров. Они не могли эту информацию получить. А эти-то могут. Ну, неужели хотя бы эти звезды? Ладно, где-то я вот еще могу поверить, хотя тоже вряд ли, что где-то в тайге, да, там, в каких-то отдаленных деревнях русских нету интернета, да, нету телефонов, вообще ничего нету, и они прям там вообще ничего не знают, что происходит. Но они же, понимаете, вот это самое страшное-то, то, что они все знают, по крайней мере, вся вот эта вот элитка-то все знает, и эта элитка-то, она же и представляет, по сути, русский народ. Как они говорят, так они их и слушают. Поэтому, видите, это, если так взять, это какое-то фундаментальное вообще полное разочарование в целом во всей этой русской культуре. В целом, наверное, конечно, есть отдельные хорошие русские люди, и всю, наверное, нацию нельзя судить, но мы же видим факты. С одной стороны, бомбежка Киева, убийство детей. Причем это же тоже, ну, как сказать, их братья-славяне, по сути, да? Ну, внешность одинаковая, религия плюс-минус одинаковый, язык тоже. Как они, будучи сами матерями, могут на это все смотреть спокойно? Причем, ну, вряд ли они сами в жизни, да, вот какие-то плохие люди, да. Но как можно вот это не видеть и позволять вот этому злу происходить, когда все равно от них много что зависит? Если бы они хотя бы вот эти певицы или еще кто-то, ломы, да, эти, ну, сказали бы в самом начале еще войны, да и сейчас не поздно, по сути, да. Даже этот беспонтовый, как его там, как этот артист, ой, режиссер этот Звягинцев. Ну, конечно, говорить господин Путину, этому военному преступнику нельзя было. Это просто какое-то издевательство, понимаете? И не говорить еще о том, что именно Рашка напала на Украину, а не то, что там по линии соприкосновения, как будто, знаете, вот, типа, договорились с двух сторон, давайте, типа, воевать и друг друга убивать, да? Ну это же все, это же все неправда, поэтому так остро и воспринимаются его слова этого. Просто понимаете, как нам пропаганда внушала с самого детства. Вот русский народ, он такой сильный, он такой смелый, он там боролся с фашизмом. А когда вот начался этот фашизм, причем со стороны русских, оказалось, что вот они на самом деле не могут ничего, они не могут, даже не могут говорить, понимаете, вот что страшно. Может быть, они по отдельности-то и неплохие люди, но в целом, в массе, они все какие-то запуганные, зашуганные. Они боятся просто, они не могут сказать слово «Инстаграм», понимаете? Они не могут сказать про Моргенштерна. Я удивился, что он не вырезал оттуда это все, да, эти. Я просто из уважения к Свете, допустим, посмотрел до конца. Но я, знаете, еще так фоном, я вообще занят своими делами был.
Фоном слушал. Мне не особо интересно было на самом деле. А просто фоном слушал, но потом я, понимаете, начал все это думать и, ну, думал об этом целый день, о том, что вот такие вот даже богатые, знаменитые люди, которые, ну, реально стадионы собирают, их миллионы слушают, ну, они же, по крайней мере, могли бы что-то они сделать, все вместе объединиться или еще что-то. Вряд ли бы их начали там притеснять или еще что-то. Что, они так боятся за свои деньги, что ли? Я не знаю. Потому что, понимаете, в конце концов будет же нас история судить. Рано или поздно все равно этот путинский рейх рухнет, все это развалится. И, ну, станет очевидно, вот кто был фашистом, кто молчал, кто прислуживал этому режиму, а кто... Конечно, я тоже сильно в этих хороших русских, кто там за рубеж уехал, сильно не верю. Там еще про Noise MC они там разговаривали. То есть тоже они боятся его упоминать. Ну, это, понимаете, там уже какой-то такой вообще полный какой-то трэш творится. То есть у одной певицы, я вот даже не знаю ее, я не слушал ее особо никогда и даже как-то не видел ее. В общем, она была типа солистка в хай-фай, но там, понимаете, там женской партии особо не было же там. Там в основном кто был знаменитый? Этот Митя Фомин и второй тоже, по-моему, не пел никогда, такой здоровяк. И потом, в конце концов, оказалось, что вообще Есенин за них там пел, за всех. Ну, женскую партию все-таки кто-то пел. Ну, короче, вот эта вот женщина когда-то записала фит с этим, с какого там, с Noise MC, а потом он же уехал, выступил против войны, и, как сказать, сейчас типа непонятка какая-то, да, получается. Типа, как так, да? Такие дела. Ну, в общем, суть в том, что, понимаете, как это может вообще в одном человеке все это сочетаться? Что с одной стороны, вот как бы, ну, как они, по крайней мере, рассказывают, такие вроде бы интересные личности, да, такие какие-то непростые у них там жизни были, события, как-то они все это прошли, смогли. Но при этом не видеть того, как они просто, понимаете, я не понимаю даже, вот, ну, будь я там какой-то русской большой звездой, да, будучи сам неоднократно по-любому в этом Киеве, в том же самом, да, давая там концерты, имея там зрителей, и при этом закрывать глаза на то, что его уничтожают, его бомбят. Ну, не только Киев, конечно, вообще в целом всю Украину. Но да то же самое получается и с Чечней же было, и со всеми другими республиками, и с Грузией, и со всем. Это, понимаете, вот это все дерьмо разгребать, это... Ну, я считаю, все уже нету. Для меня-то, конечно, уже давно не было. У меня просто какая-то к отдельным людям сохранялось, наверное, уважение, может быть, какое-то. Но все равно в детстве просто то, что в юности там слушаешь, в подростковом возрасте. Но, понимаете, получается, для меня, как для бурята, как и для всех других бурятов, и для всех других народов, надо вот это, понимаете, выкорчевывать из себя. Я, конечно, пытаюсь это делать и делаю, но просто для меня становится теперь... Хотя это тоже, понимаете, все равно. Это же никуда уже не денешь, я эти песни знаю. Но надо понимать просто, что мы были в оккупации, и, ну, приходилось это все слушать. Никуда от этого не денешься, это уже часть биографии. Но это вот очередное доказательство того, что надо из себя все это, как сказать, выкорчевывать, понимаете? Как вот это... Ну, они же, по сути, пособники фашизма все-таки. Они знают прекрасно, что происходит. Война, что убивает мирных, что детей убивает. И молчат. И настолько молчат, что они даже предают, понимаете,
самих себя. Ладно, понимаете, вот смотрите, вот у них была аудитория в той же Украине, да, много людей слушали, и Вирус там, ну по-любому, и Свету, и всех. И сейчас они ничего не говорят про это, они просто молчат. Как будто бы вот эти фанаты для них умерли, понимаете? Это же, ну как бы страшно тоже, да, сами подумайте об этом. Иметь многомиллионную аудиторию в Украине и потом ее предать, ну это же так, согласитесь. Иначе, ну по-любому они, наверное, оттуда люди эти писали, да, как бы сказать, ну смотрите, что у нас тут творится, что у нас тут бомбежка, почему вы ничего не говорите, почему вы не можете сказать хотя бы слово. Но это, понимаете, я, конечно, пытаюсь как-то для себя. Я, понимаете, вот в целом вот эту всю пропаганду всяких Соловьевых, я давно считаю, это просто подонки все, конечно. Но вот тех, кого я сам слушал когда-то, я их пытаюсь хотя бы для себя, да, как-то оправдать. Я вот так думаю, почему они молчат. Ну да, выросли они в тоталитарном государстве, понятное дело. Хотя они и звезды 90-х, нулевых, сами это видели, эту свободу. Но опять же, понимаете, тогда тоже свобода, наверное, не такая была полноценная. Все-таки бандитские всякие движения были, понятия и так далее. Все равно. В общем, если так взять, ну, понимаете, смотрите, если человека он не замечает того, что происходит с твоими фанатами, с теми людьми, которые тебя слушали, на концерты ходили, да, платили деньги за эти концерты, и там реально фанатели, да, от твоих песен, и ты на них вот так вот забил, но ладно, мы отдельно давайте их не будем брать, отдельно там эту Вирус или еще что-то. Просто понимаете, смотрите, вот, ну вот представьте, завтра отходит Башкортостан, да, начинают бомбить Башкортостан. И они тоже про это будут молчать. Это же, ну, практически одно и то же, по сути. Ну, конечно, не одно и то же, да, с точки зрения того, что 30 лет назад совок развалился. Но они-то по-любому же ездили и в Казахстан там. Ну, давайте представим, что на Казахстан Рашка, допустим, нападет, начнет бомбить Казахстан. Они же и в Казахстан ездили, и в Украину, в Беларусь. Да везде они ездили. И в Рашке там во все регионы ездили. Везде же слушали их. Просто, получается, давайте просто теперь подумаем, почему эти женщины, эти люди так воспитаны, что они, ну, по сути, они предали свою аудиторию, своих слушателей в Украине, ну и в других республиках. Значит, они часть фашистского общества, по сути. Но мы же само общество тоже можем охарактеризовать. Да, они боятся, да, они там боятся репрессий и так далее. Но, понимаете, тут же все равно какой-то моральный должен выбор стать, в конце концов, когда-то, в один момент. Либо ты часть фашистского общества и поддерживаешь войну, поддерживаешь убийство мирных жителей, либо ты говоришь нет. Ну, что-то же должно... Понимаете, я почему сегодня такие какие-то возвышенные темы говорю? Я потому что послушал именно певцов, людей, у которых миллионная аудитория, которых много людей знают. Везде, что в Рашке, что в Украине, что в Казахстане. И у этих людей есть возможность, была возможность. Они могли бы все вообще взбунтоваться, все что-то сделать. Но почему они не сделали этого? Потому что в Рашке никогда и не было ни демократии. Надо же вот теперь понять, почему, да? Может быть, они действительно хорошие. Но опять же, понимаете, у меня все равно это в голове не укладывается. Как можно быть хорошим человеком? Ну, кто-то там, она, допустим, про Бога говорит одна, да, что к Богу пришла.
но при этом смотреть, как бомбят. Ладно, я еще, знаете, вот могу дать скидку, да, какую-то. Вот где-то сейчас в мире, да, происходит война. Это, конечно, страшно, печально, но это никуда не денешься от этого. Но для них, для этих-то людей, они-то по-любому сами были в Украине. Давали там концерты по-любому. Ездили же они в Киев или еще в какие-то большие города. Ну, я, видите, в Украине был проездом, когда работал проводником. Конечно, я в Киеве нигде не был, еще где-то. Да и в самой Украине тоже не был. Мы там просто проездом проезжали. Москва-Анапа был такой рейс. Мы ездили этими проводниками, работали на лето. Поэтому пересекали границу. Но для них-то это совершенно другая, понимаете, совершенно другое отношение должно быть. Они были в этих городах, они видели этих людей. Эти люди ходили к ним на концерты, эти люди, хотели видеть их, слушали их песни, понимаете? И как можно было вот так вот предать своих зрителей? Это же, не знаю, они что-то должны были сделать для этого. Высказаться или еще что-то, какую-то позицию занять. Вот об этом я целый день сегодня думал. Но раз они так не поступили, что это значит? Что у них какая-то ограниченная есть, как бы сказать, совесть, что ли? Вот как-то так. Раз они своих зрителей предали, да, часть своих зрителей предали, которые люди их любили и так далее, на концерты ходили, они их предали, получается. И сейчас не смотрят, наверное, вот эти все новости про войну и так далее. Не знаю, но у них доступ-то есть. По сути, они могут. Они знают же, что это происходит там. Закрывают глаза. Но тогда кто они? Давайте так посмотрим. Давайте попробуем их проанализировать. Они продукты определенной системы. А эта система фашистская. Фашистская, она полностью с самого верха до самого дна. И культурный код, он, понимаете, не за 10, не за 20 лет. Это не... Они, понимаете, если бы они... Вот, это же звезды 90-х нулевых. Наоборот, самое свободное время, да? Какое вообще могло быть в Рашке когда-то. Не за всю ее историю, но, как бы сказать, постсоветскую, да? Совок, понятно, там полная вообще блокада, да? Полная несвобода. А Рашка уже как бы надежда была, да, получается. Но, опять же, быстро этого лишили. И, значит, они носители более старого культурного кода, который как раз-таки в совке и еще раньше формировался. То есть это идет очень-очень давно. С крепостного права, наверное, еще даже раньше. И, понимаете, вот как бы мы ни думали, ни крутили, все равно все оттуда идут, все корни оттуда. Этой несвободы, этого незамечания, понимаете? Я еще сегодня наложил эту ситуацию уже еще на нас. Понимаете, смотрите, они не замечают войну. Я просто сегодня, я говорю, я сегодня посмотрел видео. Там, конечно, не показывали, но там просто показали, что там ребенка убило. Понимаете, в Киеве прилетела ракета и ребенка убила. И даже вот это они, понимаете, не хотят видеть. Вот эти ни звезды, никто. В целом русское общество не хочет это видеть. Они просто этого не замечают. Как будто бы, знаете, Украина для них теперь действительно какая-то другая совершенно страна, которую они никогда не видели, никогда не знали, как будто там никогда не бывали, как будто ее нет, короче. А я наложил эту ситуацию на нас, на бурят, на другие народы. Но понимаете, если даже они своих братьев-украинцев, да, как они их называют, не хотят видеть, что у них там происходит, да, как их там убивают, то и про нас, естественно, они тоже не хотят знать. Понимаете, вот эти вот все комментарии они пишут, и они даже так думают,
И думают, что они правы, да, когда говорят, а зачем вам ваш язык, да, бурятский или еще какой-то. Вот ведь все же типа на русском говорят. Зачем, где там на работу типа не устроишь или еще что-то. Ну, понимаете, это же чистый фашизм на самом деле. А зачем тебе русский язык тогда? У меня встречный вопрос. Если ты в Бурятии живешь. Ну, понятное дело, что, к сожалению, у нас там насадили полностью русский язык. И бурятский уничтожается активно. Законы принимаются. И понимаете, им невозможно это объяснить. Понимаете, я вот давно с этим столкнулся уже. Я же веду в основном блог свой именно для наших народов, не для русских вообще. Но все равно так получается, что они большинство слушают все равно из Рашки. И поэтому я понимаю, что бесполезно разговаривать и бесполезно что-то просвещать. Но я пытаюсь просто нашим бурятам это все объяснить, чтобы они видели, потому что все равно это больше будет понимания. Я хочу объяснить, что даже их звезды, русские звезды, ничего не видят, ничего не хотят. Хотя они имели огромную, и, наверное, до сих пор, к сожалению, имеют огромную аудиторию в Украине, которые слушают их. Ну, по большому счету, конечно, там отмена должна произойти. Этих звезд не надо слушать, российских, русских. И понимаете, это, если, ну, опять же говорю, проецировать на нас, да, на бурят, на другие народы. Они же вообще, ну, по сути, они нас за людей не считают. Они считают, что вот есть какая-то Рашка, якобы она всем что-то дала, естественно, она ничего никому не дала. Понимаете, это такой фашизм на самом деле, да, возведенный в степень, и который даже и не хочет об этом никак думать. Понимаете, вот, вот это вот окончательное, наверное, какое-то для меня, ну, не то что прозрение, конечно, а такое осознание вот именно сегодня, когда я посмотрел про этих звезд видео. Даже люди богатые, знаменитые, имеющие огромную аудиторию в Украине, которые там много раз бывали, которые зарабатывали там деньги, даже они не хотят видеть. Они предали, получается, свою аудиторию. Но я считаю, у артиста все равно есть ответственность перед своим зрителем. Они не должны были так поступать. Они должны были выступить все-таки против войны. Хотя бы пост написать, понимаете? Это так мало, на самом деле, пост написать. Но это было бы и то. Я думаю... Вы понимаете, вот когда ракета прилетает по твоему дому, да, и ты там боишься слово Моргенштерн сказать, или слово Инстаграм, но это выглядит просто жалко, на самом деле. Как у меня может быть уважение к русским звездам, даже которых я сам слушал? Как у меня может быть уважение к русской культуре? Вообще в целом к русскому народу, по сути. Хотя, конечно, много хороших русских людей, я тоже не отрицаю. И там борются в составе Украины и так далее. Но глобальная масса-то, 99 или сколько там процентов, они просто этого не хотят видеть, замечать. Даже вот, как сказать, в Инстаграме, да, вот у меня, ну, немного подписчиков, но тем не менее. Там прекрасно люди знают, что у меня происходит, да, там дело завели, экстремистские, статью дали, уже и террористическую вешают. И тоже, в общем-то, пофигу, понимаете. К сожалению, делают вид, понимаете, это такое общество, ну и наши буряты тоже. Даже вот смотрите, вот эти всякие фри-буряти или еще, они тоже молчат, понимаете. Как будто бы, знаете, и меня, моего дела ничего вообще не существует. Ни слова поддержки, ни упоминания нету, ничего. Вот как система работает. Это страшно, если честно. Это, ну, даже не страшно, это такой какой-то цинизм. Понимаете, в этом-то страшен русский мир. Тем, что это настолько
Понимаете, смотрите, вот они жили, да, их артистическое как бы братья, да, и часть просто отсекли. Ну, вот представьте, вы работаете вместе на заводе или еще где-то, вы коллектив, и приходят и забирают, ну, как в 1937 году, остальные молчат. Вот тут происходит такое. То есть сколько из них там, этих Монеточка там, кто там, Noise MC или еще кто-то. Ну, я не знаю всех, но тем не менее, они молчат. Это разве нормальное, здоровое общество? Это глубоко больное, фашистское, равнодушное, циничное. Его не за что, это общество, уважать. Это, я не знаю. Да просто какие-то фашисты равнодушные. И при этом они, как сказать, я даже не знаю, про Бога там что-то рассказывают или еще что-то. В тот же момент наших бурятов другие народы на войну отправляют воевать за этот русский мир. Короче, знаете, вот в детстве мы же все играли, наверное, там войнушку или еще что-то, да, как-то смотрели эти фильмы все советские, вот думали, какие советские люди хорошие и так далее. Боролись с фашизмом, защитили планету, да. А на самом деле все оказалось полное говно. И вот чем ты больше взрослеешь, чем больше узнаешь историю этой кровавой страны, тем больше, конечно, у тебя к ней, ну, минимум презрения, про уважение, конечно. Ну, в целом, я считаю, мы все буряты, все другие народы просто должны полностью отказаться от всей этой русской культуры, русского мира. Она просто вот наглядно нам показывает, что это, ну, абсолютно неживое, неспособное какое-то образование или еще что-то такое. Оно что может? Оно может только уничтожать, убивать и быть циничным, алчным. Не знаю, ничего хорошего в этом обществе нету уже. Да, видимо, и не было никогда. Какой-то сброд просто. Сброд, который верит в свою какую-то исключительность и при этом сам до смерти боится полностью. Оно пронизано страхом все. Они даже не могут сказать слово «Инстаграм». Можно говорить «Инстаграм». Они даже своего коллегу бывшего Моргенштерна, понимаете, это насколько предательство. Ты, если этого человека, как сказать, никогда... Я не знаю, понимаете, вот когда там Моргенштерн или другие люди приедут в Рашку, как они будут в глаза смотреть друг другу? Ну, это же предательство, по сути, согласитесь. Понимаете, вот самое, что плохое в Рашке, да, там на самом деле полностью отсутствует вот это слово честь, достоинство, понимаете, там нету этого понятия. Ну как ты можешь давать концерты в Украине, да, многомиллионную аудиторию собирать, иметь там фанатов, и когда их бомбят, уничтожают, даже одного слова не сказать. Ну как это может быть? А про наши народы это вообще просто и говорить-то даже нечего. Потому что, ну вот, опять какую-то девчонку, бурятку избили, и, ну, никакой реакции. Ну, может быть, конечно, попытается там какое-то дело, но это же опять гиблое дело. С этой точки зрения, понимаете, я вот сегодня Буковского посмотрел, ну, насколько прав был человек. Эта страна просто, она сгнила полностью. Она и была гнилая, я думаю. Может быть, только такие люди, как Буковский или еще кто-то, там и были люди. А остальное все это какое-то отребье, по сути. Ну, я не знаю даже. Понимаете, для меня вот тоже, ну, как сказать, я же слушал вот этих певиц или еще что-то. Ну, как ты подросток, ты понимаешь русский язык, везде там играет, на дискотеке и так далее. Отовсюду эта музыка играет, ты тоже ее слушаешь. И понимать, что это... Понимаете, я не могу вот так вот взять, разделить личность этого певца, да, и песни эти.
у них вместо того, чтобы рассказывать о том, какие они хорошие и так далее, им просто надо было, наверное, на колени просто встать и, не знаю, просить прощения или еще что-то такое делать. Но, понимаете, вот что плохо, русский народ, он же никогда не кается, он не раскаивается. Вот в этом самая их вообще какая-то проблема. То, что они никогда не считают... У них всегда есть отмазки. То их власть как будто не их. То что-то там опять не то, короче. У них никогда не бывает... Они просто никогда не могут признать правду и начать, как сказать, ну, что-то делать, да, что-то нормальное. Хорошие русские тоже не хотят признавать, что есть наши права, наши требования, да, бурятов, других народов. Опять же, эти все всякие фейковые предатели бурятских движениях якобы за независимость, тоже все какие-то там ни рыба, ни мясо, хрен поймешь, конторские какие-то. Короче, это, понимаете, вот смотрите, вот корейское общество, да, это намного более здоровое, не то что, это вообще здоровое общество на самом деле, в котором есть какие-то понятия, не то что какие-то у них мощные, вот я рассказывал, как в больнице, да, сталкивался с этим, но русское общество, оно просто невозможно сопоставить, я не знаю. И после этого они еще, как сказать, удивляются. Понимаете, дело-то вообще никогда не в ресурсах. Не в том, что у тебя там алмазов много или еще что-то. Ну, даже не у тебя, это же якутские саха, народы саха, алмазы. Это вообще не русские алмазы. Не золото, тоже ничего русского нет. Но, тем не менее, они считают, что это своим. И вот говорят, мол, типа... У нас столько всего, и мы никак не можем жить и так далее. Ну, просто вы понимаете, это вот как, знаете, вот есть семья, да, у которой есть огромное наследство. Но это семья наркоманов, алкоголиков, каких-то, как это сказать, маргиналов, короче, понимаете? И они вот тоже удивляются и никак не хотят признавать, да, что проблема-то не в том, что кто-то виноват, а в том, что они сами наркоманы, алкоголики и какие-то маргиналы. И никак не хотят это ничего делать с этим. Поэтому это, как сказать, то, что сейчас там происходит, и то, что они даже, понимаете, ладно, они не замечают то, что происходит в Украине. Но как они не замечают то, что происходит в Рашке, что происходит в Туапсе, что происходит, ну, по всей Рашке, да? Их города бомбят, они молчат. Они делают вид, что все нормально. Это же не один Путин сидит и делает вид, что все нормально, да, и какую-то ахинею несет. Ну, видно, что уже совсем чердак поехал у этого старого деда. Кстати, вот я тут сегодня Буковского слушал. Он, оказывается, фуфло вообще, этот Путин-то вообще фуфло полное. Он, Буковский-то сидел реально в лагерях. Он как бы вот этот жаргон все знает, все понятия. В общем, Путин сказал, мочить в сортире будем. На самом деле он вообще этого понятия, оказывается, не знает. Мочить в сортире, это, оказывается... Мочить в сортире, это в сортире мочат стукачей, то есть таких, как Путин. А Путин, понимаете, он же делает вид, что он такой приблотненный, ауешка, да? А на самом-то деле он, как сказать, понятий вообще не знает. Вот как раз Буковский, получается, про него и раскидал. Он сказал, ну, ему эти, понимаете, менеджеры или кто там, спичрайтеры, сказали вот так вот, слово заверни. То есть, понимаете, он настолько фальшивый, этот Путин, да, что он даже, ну, он же прикидывается, что он такой болоторез, да, вылез из подворотни, что он ауешка. А на самом-то деле он, получается, понятия не знает, раз он говорит фразы, которые
Ну, вообще он понятия о них не имеет, понимаете? Феню-то он не знает. Поэтому он только делает вид, что он блатной. А на самом деле он никакой он не блатной. И вообще, по сути, ну, действительно, уголовный мир-то таким, как он, никогда не должен был хорошо относиться. Такие вот дела. Ну, в общем, резюмируя, да, само вот это вот явление, русская культура, русский мир для наших народов, бурят и для других оккупированных народов, надо полностью признать как отравляющее мозги людям, как что-то, ну, полностью противоречащее человеческой, общечеловеческой морали. Это, ну, вот я говорю, просто надо показывать в стык потом кадры, да, удар по Киеву, и в этот момент звезды всея Руси не могут сказать слово Инстаграм, понимаете? Это я сделаю, наверное, это видео, я вот сделаю реально, покажу, понимаете? Это просто моральное падение, разложение. После этого, понимаете, может ли быть для меня какой-то ориентир там русской культуры, там Достоевский или еще кто-то? Почему вот этот Достоевский или еще кто-то не воспитали нормальных русских людей? Почему они стали в итоге фашистами? Почему они Польшу оккупировали вместе с немцами? Почему они на Финляндию напали? Почему они в Украину вторглись, в Чечню, в Грузию, в Афганистан? Ну, в Афганистане получили, конечно, но все равно они там миллион афганцев убили. Почему они все время творят этот фашизм? Где их Пушкин? Где Достоевский? Где Толстой? Хотя Толстой и говорил про свой русский народ. Я, конечно, как он не буду говорить, а то скажет какой-то нацист. Но вы можете послушать. У Игорь Эйдман есть такой блогер. У него выступал. И такие вот дела. Поэтому на территории Бурятии, на территории других республик русская культура она никак не может, и Рашка развалится. Мы будем говорить, вот, русская культура воспитала вот таких фашистов, которые в Украине младенцев убивали, мирных детей. Понимаете, это полное отторжение должно быть русского мира по всей земле. Ну, потому что это фашистская культура. Это фашисты просто. По-другому нельзя никак сказать. Конечно, я полностью разочарован в этих певицах. Но не знаю даже, нет у меня аргументов в их защиту. Они предали самих себя, свою аудиторию, поступили не по-христиански, да. Ну, они просто себя же там называют верующими. Но если ты верующий, ну ты же не можешь наблюдать, как там идет война, убивают мирняк. Да даже в твоей стране убивают, да, и ты сидишь и молчишь. Как они потом все это будут оправдывать, говорить? Путина боялись. А при чем здесь Путин? Ну, если ты такой до талого верующий, ты же вообще не должен бояться умереть в этой жизни. Ну, по сути, да? Значит, ты и не веришь ни во что. Ну, по сути, да? Если у тебя страх остался. Ты же должен как? Если ты в Бога веришь, ты должен на Него полностью уповать. Значит, что-то делать смело, и все, Бог потом поможет, защитит. А если, убьют, значит, Бог так захотел. Ну, согласитесь? Если ты так веришь до талого в это все, да? А если ты не веришь, то ты, конечно, больше веришь в то, что тебя ФСБ раком нагнет и все. И уничтожит тебя просто. Значит, все это слова, все это пустая
болтология. Ты просто вид делаешь, что ты веришь во что-то. На самом деле ты просто боишься. Может быть, в деньги только и веришь. По сути. Такие вот дела. Да. Наверное, знаете, счастливые люди, которые никакой анализ не делают, еще что-то как-то живут и живут, да, сами по себе. Но все мы разные. Разные у нас взгляды на жизнь. Но я не знаю, мне кажется, не надо быть каким-то гением или философом, чтобы не сопоставить вот эти две картинки, да. Когда вражки, звезды, лидеры общественного мнения боятся сказать слово «Инстаграм», ну, потому что он же типа экстремистская якобы организация, у которой сколько там миллиардов подписчиков, у которой такой оборот. Если бы она действительно была экстремистской, ее бы запретили. Америка бы ее запретила. Но это же просто бред какой-то. Понимаете, это насколько это какое-то идиотское население противопоставляет себя всему миру. Ни один в здравом уме человек это не решится сделать. А они думают, что вот... И то, понимаете, они же не запретили его, в конце концов, а просто через VPN все и заходят туда. Тоже, понимаете, тоже лицемерие, цинизм. Сами эти ФСБшники же тоже там сидят. Сами запретили и сами сидят. Да. Так, что, уже все закрылось, да? Какие дела? Так и нация нет такой, как русские, своей страны, народ склейка. Ну да. Сам чего в жизни добился? Причем здесь это? Шеломов, Привалов под кличкой Путин провокатор. Все у вас как в каком-то этом. Причем здесь сам Путин-то, понимаете? Смотрите, вот возьмем певцов этих, да, певиц вернее. Ну и певцов тоже, там, не знаю, какого-нибудь Баскова или еще кого-то, Киркорова. Ну, когда началась война, они же все язык в жопу запихали. Ну, ладно, Киркоров, он не русский, да, там. Ну, Басков, ну, русских певцов возьмите, артистов. Почему они все молчат-то? Они что? Им-то кто, как сказать, запретил? Если бы они все высказались, да и не только они, просто сам народ русский вышел бы. Они что так боятся-то? Понимаете, дело-то вообще не в Путине. Дело-то в самом народе на самом деле. Народ же в конце концов этого хотел. Им же понравилось, когда вот Путин там начал говорить, мочить сортири и так далее. Хотя он даже, понимаете, это, ну вот Буковский же раскидал, он не в курсе за эти понятия. И народ тоже не в курсе, просто вот понравилось, что вот кто-то по фене, что-то там по блатному говорит, по народному якобы. А так от понятий-то получается далеки. Это получается, знаете, если так взять до конца логику фразы брать, вот этого действия. То есть, смотрите, вот он сказал мочить сортири, народ повелся на это. Получается, сам Путин фуфел, раз не знает понятий, и народ фуфло, который тоже не знает понятий, но повелся. Так же, да? Ну, логика такая. Или как? Ну, конечно, такая. Все правильно. Ну, если уж совсем логику дальше идти, у фуфломета получается и аудитория фуфлометская. Вот видите, с самого начала все было понятно, кто есть кто, who is who. И с этой лодкой, и с то, что он понятий не знает и бросается словами, которых не знает сам. Просто это, понимаете, кабинетная крыса, который, ну, опять же, там система его привела. Система, которая поддерживаемая народом. Вот как-то так. Такие дела. Для наших бурядут, что я хотел сказать, других народов.
Понимаете, если так называемая русская культура, русский мир привели сам русский народ к такому печальному, разложенному, циничному, развратному положению, для нас она тем более вообще не это. Нахрен она, короче, не нужна, вся эта русская культура и русский мир. Ну, посмотрите, вот в какое говно превратилось это все. Оно и было говном, но сейчас еще хуже все стало. Это просто какая-то блевотина просто. Поэтому я всегда и говорю, что полный возврат к своей идентичности, полный отказ вообще от русского культуры, языка, по сути. Следующее поколение бурят не должны знать русский язык вообще. Нахрен он потому что не нужен. Надо корейский, японский, английский изучать. Нормальные языки, которые нужны будут для международного общения. Русский язык ничего не несет, никакой пользы. К чему все это привело в итоге? Такие вот дела. Ладно, худут. Наверное, много уже что, час я в эфире пробыл. Или что еще маленько провести сейчас. Согласен. Полностью с тобой согласен. Геноцид был в Чечне. Ну да, что было в Чечне. Ну, чеченцев убивали и выставили их потом террористами, боевиками и так далее. И сейчас, понимаете, я вот просто тоже вот не представляю. Понимаете, вот русский народ столько веков сидит в своей, как бы сказать, в призме этой, да. Они как бы думают, что они спасители или еще какие-то. Хотя на самом деле фашисты. И кто вот это будет разъяснительную работу проводить для них? Я просто думаю, что это невозможно, скорее всего. Поэтому я вот и считаю, что основная масса, наверное, да, когда проиграет, когда режим рухнет, все развалится, основная масса так и будет сидеть и думать, что типа вот мы великие, но и не будут признавать. И они начнут очень сильно деградировать. Потому что, как бы мир-то уже давно от них отвернулся, они никому не нужны. Ресурсов у них ничего не будет. ФСБ все это рухнет. Силы у них не будет. И они просто будут, школ не будет, больниц не будет. Они просто будут деградировать, потому что не смогут отказаться от своей, как бы сказать, гнилой идентичности. В чем? В том, что, понимаете, она же привело к тому, к чему привело. Значит, надо от нее отказаться, согласитесь. Этот путь никуда. Вот это вот имперство и так далее. Возвеличивание, самовозвеличивание, шовинизм русский. Любой нормальный, здравомыслящий человек подумает, что-то, значит, не то. Какая-то херня творится. Почему это весь мир против Рашки и поддержит Украину, а нас никто типа не поддерживает, да? Я про Рашку говорю. Их никто не поддерживает. Значит, что-то не то. Наверное, что-то не то с ними, в смысле, с Рашкой, но не со всем миром. Конечно, заставили там Казахстан прогнуться, силой задавили их, заставили принять там, заставили этого бедного Токаева говорить как надо. Но всех-то так не заставишь. Фух, какие дела. Все уже гниет и воняет от русизма. Да, согласен. Во-первых, ты сейчас на нем говоришь. Я говорю, потому что так навязали нам. Нам не преподавали нормально бурятский. И вообще, как бы сказать, по сути, по факту он бурятский запрещен, получается. То есть создают такие условия, не прямо, конечно, говорят, все, запрещаем вам говорить. Просто условия создают, при которых бурятский страдает. Но это же все умышленно делается. Все законы, все есть же в открытом доступе. Поэтому просто я вот говорю, это очень плохая черта русских, что они никогда не хотят нести ни за что ответственность. Знаете, они не хотят даже наши проблемы слушать, которые нам сами и устроили. Оккупировали нашу территорию и заставляют
ну, запрещает нам говорить на бурятском, и при этом, ну, везде такое происходит, да, во всех республиках. И при этом еще нас же, как сказать, ну, не видит своей вины в этом, и еще нас же пытаются в чем-то винить там. Вот это вот позиция, понимаете? Это я не знаю, это надо как-то это ломать все. Ну, а с другой стороны, как сказать, они же все равно нас слушать не будут. Что в центральной Рашке кто-то будет нас слушать? Им это все, они в своем шовинизме так и будут сидеть, понимаете? Если у них их звезды даже не могут сказать слово Инстаграм. Ну вот реально люди сидят, раньше ездили в Украину, давали концерты, в Киев ездили, а сейчас бомбят Киев, убивают мирных, бомбят Украину, и они слова не могут сказать. Они даже Инстаграм боятся сказать. Они боятся упоминать Моргенштерна. Понимаете? Как можно этих людей изменить? Никак нельзя. Это я для наших говорю, чтобы они понимали, что это такое вообще, что такое образование, русский мир. Это с ними невозможно никак. Надо просто независимость и все. И уже у себя пытаться нормально жить и все. Отказываться полностью от русского мира, от русской культуры. Он вообще ни к чему не приведет. Сколько бы они ни пытались, они никогда ничего не получается у них. Русскую империю свою создавали, кроме крепостного права ничего не сделали. Ну, конечно, смогли завоевать уже эту монгольскую империю обескровленную, которая между собой вся разругалась. Остатки там. Там не надо было быть гением, тем более у них было европейское оружие и преимущество огромное в массе. Просто мясные штурмы бросали. Это же не за год, не за два, там столетия воевали, чтобы захватить. Для чего? Чтобы пушнину, лес там и так далее. Золото добывать. Что, просто так, что ли, Сибирь завоевывали? Кровью, жестокой кровью, уничтожением, геноцидом вырезали. Башкиров сколько, башкортов сколько убивали. У них барабаны же, запрещали барабаны. Почему они все время восстание башкорты делали барабанами? Кавказ этот тоже сколько столетий. С бурятами 1,5 века воевали. И то потом тоже сколько их остроги сжигали буряты. Саха тоже. То есть никогда не было ничего, никакого мирного присоединения. Это всегда война была. Жестокая, геноцидная. Приносили нам болезни, разврат, это водку, пьянство. Все болезни венерические всякие. Крыс даже привезли. Ничего хорошего от русского мира никогда не было ни одному народу. Только страдания, смерть и все. Поэтому надо просто вот восстанавливать историю и все. Понимаете? И в итоге они что, совок просрали, русскую империю просрали. Сейчас в самого этого государства в культурном коде не то. Надо это полностью все менять. Начали блокировать опять меня. Ладно, Нахудут, наверное, на сегодня все, что, в принципе, сейчас уже и поздно, тем более. За Нахудут, Байрла, комментарий бешты, лайки-то викты. Что скажешь про монголизм? Ну, что это хорошая идея, что надо, конечно, объединяться всем монгольским народом. За Нахудут, Байрла, комментарий бешты, лайки-то викты. Вот сейчас пантюркизм же, тюркская идея идет, монгольская идея тоже должна развиваться. Конечно, я только сторонник. За Нахудут, Байрла. Спонсор нут болокты, комментарий нут бешикты, лайки, тавикты.